В соответствии с межгосударственным соглашением об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанным 27 сентября 2022 года, ратифицированным Народным собранием Парламентом Республики, вступившим в силу 25 февраля 2025 года, на основании решения президента России по согласованию с властями страны в Абхазии в январе этого года были развернуты пункты выдачи внутренних российских паспортов. Кроме того, в 2025 году в Абхазии были открыты кабинеты оформления российских водительских удостоверений. С 6 февраля их деятельность на территории республики приостановлена. 4 февраля в Народном собрании парламента Абхазии состоялось закрытое заседание Комитета по обороне и национальной безопасности. Депутат Дауд Хутаба рассказал об общих деталях встречи. Прежде всего отмечу, что я не имею отношения именно к Комитету по обороне и безопасности, но в силу того, что тема, которая затрагивалась на данном заседании, очень важна, я, естественно, присутствовал на этом заседании. Должен вам сказать, как вы знаете, заседание у нас было закрытое, да, и сейчас какие-то общие детали я, наверное, вам могу рассказать, да, но вдаваться в подробности, наверное, не стоит. Скажу лишь, что никакого решения, да, по этому поводу на заседании принято не было. Ситуацию прокомментировали общественные деятели и юристы. По их мнению, отмена выдачи российских внутренних паспортов на территории Абхазии создаст больше неудобств для граждан республики, имеющих двойное гражданство. Согласно указу президента Российской Федерации, в первую очередь Владимира Владимировича Путина, соответственно, был издан указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов и водительских удостоверений. 17 июля 2025 года был издан данный указ. И, соответственно, на основании данного указа были делегированы представители, сотрудники миграционной службы МВД Российской Федерации для выдачи соответствующих российских паспортов и соответствующих российских удостоверений на территории Республики Абхазия. Специалист из банда обрие кушахатра рабхеги пснахады урспылахады бахани рыман. Ара элбака дара харакниха нубусхан. Аха в общем убысикалытых бра абрия пункт квахадр то зуёпис кой хазар пункт адартит. Выносва я хайшаман шала зопишь карта заком зарабра сара джарак якутсрака гик хамам зарге обснапи суверенитета лахаркопа элаг юнуцка пиуская лахка хабра адзу бриха кусима замыства има гимацам. Помощник президента по международному сотрудничеству Сергей Шамба отметил, что это была законная процедура, предусмотренная договорами. Российское гражданство, по данным посольства, имеют около 190 тысяч жителей Абхазии. При этом у большинства из них нет внутренних паспортов Российской Федерации, что ограничивает их доступ к государственным услугам и социальным льготам. Теперь получение паспорта возможно только на территории России и потребует уплаты госпошлины в размере от 4 до 6 тысяч рублей и личного обращения в российские органы. Нашим гражданам будет необходимо выехать за пределы республики, в соответствующие органы обратиться, кому-то, возможно, в консульство, кому-то в посольство, если нужна необходимая информация, да, на территории уже Республики Абхазия, то и соответствующим пакетом документов нужно будет обращаться уже в миграционную службу на территории Российской Федерации. Открытые пункты в республике были доступными и удобными для жителей разных возрастов. Теперь же придется не раз переходить границу и выстаивать очереди для получения необходимых документов, что связано с дополнительными финансовыми расходами и физическими нагрузками. Особенно тяжело это дается людям в преклонном возрасте, для которых такие перемещения становятся серьезным испытанием. Шазина Ханаго, Камила Джопо, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.